Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня, 17 мая 2002 года, вторник. Я сегодня хотел бы выступить на русском языке и рассказать, что произошло за последние 2 дня, то есть 16 и 17 мая, э, и рассказать вам о этих событиях более подробно в этом видеовыпуске. Итак, 16 мая 2022 года в понедельник после обеда началась конференция ОБСЕ по правам человека и развитию гражданского общества в Вене. На этой конференции я присутствовал. В первый день была сессия, посвященная работе парламента. Так называемого основного демократического органа любого государства, который должен беспрепятственно следить за исполнительным органом, президентом, премьер-министром и кабинетом министром, который осуществляет реализацию законодательных актов на местах и осуществляет активную деятельность. Вот в этом вопросе были очень много дискуссий, выступлений интересных, исследования и много новых вещей, которые, допустим, я узнал. И для развития демократических институтов, какие надо принимать необходимые меры, как защищать демократическое пространство, как защищать демократические институты. Много все было обговорено. Очень интересная беседа была. После каждой беседы были рекомендации. Эти рекомендации взяли, значит, организаторы этого совещания, этой сессии, значит, на заметку. Второй день, 17 мая, началась первая сессия, посвященная правам человека. В этой сессии в основном принимали участие активисты и общественные организации, и многие участники. Тема была посвящена в большинстве российской агрессии, украинской ситуации, украинской проблеме и других стран, проблем других стран. Также были рассмотрены, значит, проблемы с правами человека в Туркменистане. То есть все эти вопросы подняли, все эти вопросы обсуждались, соответствующие рекомендации были даны. Эти рекомендации организаторы, естественно, взяли на заметку и в учет. Третья сессия была посвященная свободным СМИ, средствам массовой информации, свободным журналистам, свободной качественной информации, распространению этой информации в демократических странах, демократическая информация, демократическая свободная пресса. Вот об этом мы разговаривали, и много интересных выступлений было, исследований было. Я тоже выступал на эту тему, рассказал, что творится в Туркменистане, все это оповестил. В конце организаторы взяли все рекомендации, они поблагодарили за рекомендации, и они взяли на вооружение эти рекомендации. Эти рекомендации будут дорабатываться специалистами, привязываться к международным конвенциям, которые подписали страны, и отправляться в эти страны как рекомендации, и в дальнейшем будет использоваться в мониторинге этих стран. Вот. Что бы хотел заметить. Если раньше мы, когда посещали такие вот мероприятия, конференции, так в общем разговаривали, но после русской агрессии, российской агрессии 24 февраля, это все началось очень внимательно изучаться, смотреться и, как говорится, сразу приниматься какие-то решения, и сразу живая дискуссия сразу какие-то результаты начала давать. То есть коренным образом все изменилось. Демократические институты, такие как ОБСЕ тоже, или ООН, или другие парламенты, Европарламенты, начали активно сотрудничать, активно работать, активно слушать, принимать решения и давать рекомендации. Это радует. Потому что если это не делать, то, как мы видим, российская агрессия – это частный случай. То есть любая диктаторская страна в Средней Азии, с ней может то же самое случиться. Она может напасть на какую-то страну, или же она может спровоцировать какие-то катастрофические мероприятия регионального характера, которые могут перерасти в соседние страны или
в глобальную систему. Допустим, Туркменистан скрывает учет коронавируса, болезни коронавируса, это как бы волну эпидемии. Вот такие вот вещи были рассмотрены. Что интересно, я участвовал в одной дополнительной конференции, посвященной передаче Путина в Гаагский трибунал за агрессию и грубым нарушением прав человека и за его деятельность против человечества. Я туда пошел специально, чтобы изучить процедуру, как можно в Гаагский трибунал подать, допустим, президента Туркменистана Бердымухамедова и его сына, и их сподвижников, Рашид Мередов там и так далее. Вот, председатель нацбезопасности Анаев, Атаев, вот эти генеральный прокурор, Аманов, бывший секретарь секретарь Совета Безопасности. Вот таких значимых людей, которые сильно влияли на репрессии против туркменского народа, вот этих людей мы обязательно должны привлечь к ответственности. Вот на этом я хотел бы вам дать это общая информация. Теперь, если конкретно сказать, присутствовал Хельсинский фонд, расположен в Болгарии, Тежигуль Сазаков и Анадоль Хаджиев. Я присутствовал, мы все трое выступали, каждый по какой-то тематике. Далее присутствовал, первый раз я видел со стороны власти, представитель власти, который появился вдруг, выступил и отрицал все, как робот, и говорил, что в Туркменистане никакие права человека не нарушаются, это самая демократическая страна, и свободная пресса имеется, более 100 независимых общественных организаций имеется, и Туркменистан очень уважает и исполняет международные обязательства свои перед другими членами, участниками государства. В общем, все это я увидел первый раз, конечно, это полная ложь. Все над ним смеялись, никто всерьез не воспринял все, что говорил представитель Туркменистана, потому что Туркменистан во всем мире – это изгой. Туркменистан во всем мире грубый нарушитель прав человека, грубый нарушитель, грубый государство, которое работает против человечества. Там не соблюдаются никакие нормы. Там все делается против туркменского народа, против любого народа, который проживает на территории Туркмении. Будь то русский, татарин, казах, я не знаю, чеченец, украинец, неважно кто. То есть все это нарушается. Вот это я хотел вам донести этим выступлением и сказать, что надо не забывать, что туркменистанцы должны двигаться на местах, полевая активность должна быть, то есть на местах должны быть проводиться большая работа по просвещению нашего народа, по просвещению своих обязательств и своих прав согласно Конституции. Наш народ должен на местах брать свои права, их доказывать, защищать свои права, защищать свои все конституционные права и отстаивать свои интересы перед судебными или прокуратурой или другими правоохранительными органами. Мы должны научиться этому. Другая сторона, мы должны быть общественно активными, гражданско активными людьми. Без этого мы не сможем двигаться вперед, без этого мы не сможем построить ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда продвинутое туркменское общество и туркменское государство. Это третье направление, это вот эти работа среди международных организаций, просвещение их и сотрудничать с ними для решения многих проблем в Туркменистане. Эта работа отдельно ведется, и она неплохо ведется достаточно. Еще одно направление – это выступление в масс-медийной плоскости, в социальных сетях и доведение максимально просветительской работы до населения. Она тоже ведется. Еще есть четвертая сторона – это сотрудничество со всеми организациями, которые могли бы повлиять, обучить, развить туркменское общество. Вот в этих четырех направлениях мы должны двигаться. И я прошу каждого туркменистанца понимать, что мы двигаемся
двигаемся только вперед, мы не даем возможность э, диктатору Бердымухамедову Гурбангулы и его сыну, диктатору Сердару Бердымухамедову, продохнуть. Мы должны на них наступать, забирать свои права законные и их ставить в свои рамки, в обязательства, те, которые они, значит, перед нашим народом обязались. Только вот так мы сможем продвинуться вперед. Еще я хотел бы отметить то, что в ОБСЕ, во всех международных организациях с каждым днем все больше людей понимают ситуацию в Туркменистане и начинают нас поддерживать. Это положительная тенденция, мы воспользуемся этим обязательно. На этом я заканчиваю свое выступление. И до скорых встреч. Я буду вещать на туркменском языке тоже и на русском языке. Напоминаю, 21 мая в субботу в 21:00 по Стамбулу я буду отвечать на вопросы наших граждан Туркменистана в ТикТоке. Соответствующие анонсы будут даны на YouTube-каналах, вы увидите. Пожалуйста, приходите. Если есть какие-нибудь вопросы, на которые я смогу ответить, я с удовольствием вам отвечу. На этом я заканчиваю свой эфир. Конференция ОБСЕ по правам человека закончилась. Работа не заканчивается. Мы передали очень много рапортов туда, докладов наших по ситуации Туркменистана и Средней Азии. И работа с этими комитетами, организациями продолжается. Работа не стоит. Я всем вам желаю, в первую очередь, крепкого здоровья и много свободы. До свидания.